Уважаемый Рустам Нургалиевич, разрешите начать производство работ и открыть эту стройку? Разрешаю. Начинаем. Так, на Казанском авиазаводе стартовало строительство центра механической обработки. Здесь будут выпускать длинномерные детали самолетов. Разрешите произвести запуск строительства данного объекта. Разрешаю. Параллельно начнут возводить новый корпус агрегатной и окончательной сборки самолетов Ту-214. Оба объекта создаются по программе модернизации и расширения производства. Их завершат к 2025 году. На сегодняшний день те федеральные целевые программы, которые завод выполняет совместно с строителями, со смежниками, они более чем на 50% уже завершены. Ряд цехов, ряд производств уже модернизирован, переоснащен, и люди работают в новых, замечательных помещениях. Расширение производства даст возможность увеличить выпуск самолетов Ту-214. В ближайших планах в год выпускать 20 лайнеров. Как отмечают специалисты, и модернизация производства, и по сути вторая жизнь авиапрома страны стала возможной благодаря руководству республики, которое в свое время сохранило Казанский завод. Получилось так, что Россия перестала производить самолеты по всему модельному ряду. Ментимир Шарипович и Рустам Нургалиевич ни на секундочку не прекращали ходатайствовать о том, чтобы это возобновилось. Рустам Нургалиевич несколько раз обращался и добился одобрения Владимира Владимировича Путина о том, чтобы начать строить здесь самолеты. Фактически это будет первый самолет, с которым начнется возрождение, новое возрождение гражданского авиастроения в России. Это совсем уже другой опыт. Также на заводе благоустраивают территорию и создают современные общественные пространства. Теперь при входе на работу проходной вместо клумбы заводчан будет встречать фонтан, который украшает стилизованная фигура бумажного самолета. Сегодня в сквере у фонтана Рустам Минниханов и руководитель Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь высадили аллею рябин. Болеть не будет, поскольку корневая система закрыта? Сейчас здесь работают более 8 тысяч человек. Современный завод должен стать центром притяжения для новых квалифицированных кадров. Лучше узнать историю авиастроения поможет и обновленный мультимедийный музей предприятия. Для молодежи сейчас очень важно быть в современной такой волне, когда много гаджетов. Школьникам мы всегда рады. Все-таки музей несет функцию еще и профориентации прежде всего. Сегодня на заводе состоялось заседание Совета директоров компании «Туполев». На встрече детально обсудили вопросы расширения производства самолетов Ту-214. Дмитрий Айрин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань.